Всем здравствуйте! Сегодня в этом видео я покажу, как из ниток ирис заплести плетенку на бурятском сохимол. На сегодня у меня два цвета, зеленый и красный. Будем делать из красного. Плетенка сохимол используется в пошиве традиционной бурятской одежды тыгл. Начинаем заплетать тесьму сохимол из 5 нитей. Необходим будет какой-то стержень или крючок. Нитки наматываем сперва на крючок, потом на руку. Один. Два. Три. 4, нам необходимо 5 и 5 последний. Так, в конце нить обрезаем и завязываем узелок покрепче, чтобы не развязалось в процессе плетения. Так, где у нас другой конец? Узелок. Затем сторону, где узелок, перебрасываем на стержень. Распределяем нити, при этом регулируем натяжение. Важно, чтобы натяжение было равным, а не так, чтобы одна короче, а другой длиннее. Так, 2 петли берем в правую руку, на указательный и средний пальцы, а 3 петли берем в левую руку, на указательный, средний и безымянный пальцы. Начинаем работу с правой руки. Петлю со среднего пальца перебрасываем на безымянный палец, а петлю с указательного пальца на средний. В итоге у нас освобождается указательный палец. Его мы будем использовать в качестве крючка. Указательным пальцем правой руки захватываем петелечек с безымянного пальца левой руки. То есть захватываем нижнюю петлю, протаскиваем через петлю на среднем пальце. Далее повторяем в обратном порядке с левой руки. Перебрасываем на безымянный палец, потом с указательного на средний и протаскиваем с правой руки безымянного пальца на указательный. И так далее. Очень важно, чтобы было натяжение, чтобы у нас плетение не получилось рыхлым. Ну что ж, вот такое вот плетение у нас получается. Всем спасибо. До свидания.